Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты. Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей. Для трудоспособного населения 12 130 рублей, пенсионеров 9 236 рублей, детей 11 004 рублей. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект об изменении порядка формирования тарифов ОСАГО. Документ предполагает увеличение свободы страховщиков в определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности машины и территории использования, а также увеличение выплат за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. Это значит, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителя правил дорожного движения, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и пьяное вождение. Якутия лидирует в части состояния инфраструктуры, системы здравоохранения и оснащенности медицинских объектов среди регионов Дальнего Востока. Так, согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, у жителей Якутии наиболее высокие показатели удовлетворенности доступностью медицинской помощи среди регионов Дальнего Востока. Второе место по доступности медицинских услуг занимает Чукотка. Нижние строчки рейтинга занимают Забайкалье, Камчатка и Еврейская автономная область. Решение правительства Российской Федерации довести уровень пособий многодетным семьям до прожиточного минимума позволит выплачивать якутским семьям по 17 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе интервью телеканалу «Якутия-24». По его словам, решение будет принято и начнут реализовываться с 2020 года. Он также отметил, что субсидирование ипотеки для многодетных семей является одной из важных мер, позволяющих стимулировать рождаемость. Глава региона добавил, что все программы поддержки рассчитаны на многолетний период и позволят увеличить население страны. Якутия намерена продвигать местные товары на международные рынки. Упор будет сделан на продвижение местных товаров, произведений якутских мастеров, народных промыслов, ювелирного искусства, некоторых продуктов питания, например, продуктов переработки оленины. Ну а якутские бренды, якутские национальные праздники Исэх-Аланхо и Исэх-Туймады стали брендами российского уровня. Это может повысить туристический потенциал региона в сотни раз. По словам главы Якутии, такие события, как Исэх, на которые приезжают тысячи людей из-за пределов республики, помогают развитию туризма. Именно эта отрасль может обеспечить большую занятость в регионе, особенно для сельской местности. Объемы международного выездного туризма в республику позволит также нарастить рост чартерных перевозок. Авиакомпания «Якутия» планирует увеличить чартерные перевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 30% в общем объеме перевозок. Кроме того, руководство авиакомпании видит дальнейшее развитие как регионального авиаперевозчика на Дальнем Востоке с выполнением основных магистральных авиаперевозок в европейскую часть страны. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.